Чешкшин таджи хуши, яшашгарин закута жахма жау канынс, ясашкоме худын схурта, ядалак курай кашын смайта. Ражылт ықшар таджырдам. Альбина, ты уже видела новый проект на нашем канале, который называется «Нардские сказания»? Так, видела, Камила, смотрела, Я конечно. сейчас посмотрела фрагмент про красавицу Дзерасу. И знаешь, что меня удивило? Что в ее описании говорится о том, что она златовласая девушка. Немного это странно, потому что в нашем представлении осетинка темноволосая, темнобровая, вот как мы с тобой. Да, Камила, мне кажется, ты права. Смотри, образ осетинской женщины, он значительно изменился, да, то представление, да, не только внешне. Те характеристики, то представление, которое было у наших предков, оно уже очень отличается от той осетинки, которую мы сегодня видим. Да, и поведение, и образ жизни, и обязанности, все кардинально изменилось. Просто, мне кажется, очень сложно адаптировать какие-то традиционные устои под современный темп Альбина, жизни. тема очень интересная, неоднозначная, и я предлагаю сегодня в нашем эфире ее обсудить. Вы смотрите дневное шоу «Канарейки». И сегодня мы постараемся составить образ традиционной осетинской женщины. Ну и первым делом предлагаю послушать мнение мужчин, жителей нашего города, о том, какой должна быть осетинка. Смотрим. Давай. Умная, стройная, красивая, скромная. В общем, быть скромной, домашней, а не так, чтобы вот одеться, там, показать себя, вот как здесь все сейчас делают, водиться там на какие-то машины, деньги. Симпатичной, порядочной, воспитанной. Минимум на 80% должна быть похожа на ту осетинку, которая была раньше. Она должна быть эстетически начитанная, насмотренная и наслышанная, чтобы она умела слушать и не слушать вещи, которые направлены в ее адрес. Должна быть скромная, порядочная. На ней не должно быть косметики, честно сказать. Порядочной должна быть. Должна быть скромной, как отзывчивой. Меньше всего ориентироваться на социальные сети. Во-первых, симпатичная. Во-вторых, одеть, чтобы была нормальной. И послушная. Скромная, порядочная. Должна быть скромная осетинская девушка, но сейчас это редкость. Играть на фортепиано, как я играю. Пироги печь. Печь пироги, да, осетинские. Жить, вязать что-нибудь. Печь пироги в первую очередь. Доить коров. Потом сахтахшим. Осетинские пироги в первую очередь. Готовить, помогать по дому. Все. Готовить, по-осетински разговаривать. Красиво одеваться, следить за собой, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей. Женщина должна все уметь. Должна уметь готовить, ухаживать за детьми. Готовить. Печь пироги, воспитывать достойных детей. Танцевать осетинские танцы. Пироги, все, больше ничего не надо. Самое главное, ирон чили, это пироги. Еще должна уметь варить мясо. Ну, а что, убирать дом должна, по хозяйству следить за детьми. Ну, помогать, короче, мужу, чтобы, ну, как бы, вместе, когда живешь, она должна вообще, ну, женские дела все, короче, должна уметь. Ну, все должна уметь делать, что женщина умеет. Что их бабушки умели, их мамы умели. Камила, ну что, послушаем мы наших мужчин, жителей нашего города, и что? Осетинка должна быть в первую очередь красивой, хозяйственной, играть на фортепиано, быть скромной, соблюдать традиции и, конечно же, печь осетинские пироги. Да, самое Но важное. Мне кажется, что главное не забыть остаться еще и современной при всем при этом.
Вообще, Камила, как ты думаешь, возможно ли умудриться сочетать все эти качества в себе? И найдется ли хоть одна женщина вот такая, которая все умеет? Найдется, но я думаю, что мы ее можем найти только в нардских сказаниях. Наверное, только там мы найдем. Камила, тема непростая, давай все по порядку. Давай. Без эксперта нам не обойтись. Конечно. Еще и мужчины. И я предлагаю позвать нашего первого гостя. Это этнограф Батрас Битиев. Человек, который расскажет нам все о традиционном астинском женском этикете. Проходите. Батрас, ну что, хотелось бы обсудить с вами этикет, да? Что входило в обязанности осетинской женщины? И, может быть, что входит сегодня? Что изменилось с тех пор? Раньше осетинская женщина, осетинские девушки занимались домом. Как гласила осетинская поговорка, мужчинам в доме гость. То есть домашнее хозяйство, готовка еды, вязание, шитье одежды и так далее. Это все входило в обязанности женщины. Как думаете, все домашние дела? Домашние все дела, да. Женщина. Особых различий с современностью я как бы не вижу, потому что, ну, если только то, что раньше все делалось вручную, то есть женщины сами шили, вязали, а сейчас все это можно купить на базаре, в магазинах и так далее. Ну, как вам кажется, это ведь сложно, когда поменялись роли. Вот смотрите, я работаю, моя ровесница в традиционном обществе не работала, да, поэтому у нее была возможность заниматься только домом. Как вот сейчас это очень сложно умудриться все это вместе соединить, да, сочетать. Поэтому, мне кажется, нужно нам делать скидку небольшую. Вы согласны? Ну, небольшую скидку можно делать, конечно. Вот мне, знаете, что интересно, были ли какие-то особенности вот в этикете, да? Я слышала, например, что мужчина, путник, когда видел женщину, он должен был обязательно встать с коня. Ну, спешиться, да. В осетинском обществе, конечно, у женщины была очень тяжелая жизнь, много обязанностей, но ей было и большое уважение, и большой почет в то же время. То есть, если шла девушка, тем более, если шла взрослая женщина, то путник, всадник должен был спешиться. И до тех пор, пока девушка не прошла, он должен был идти пешком. И еще, если она шла одна, а раньше в традиционном обществе, особенно если девушка редко, когда куда-нибудь шла одна, то должен был ее спроводить без лишних разговоров, то есть как бы оберечь ее. И в то же время девушка должна была опустить глаза и молча, как бы стесняясь, иронов шарм, я втахойным показать свой, так пройти. То есть и взаимоуважение было между ними. А мне еще, знаете, что интересно, именно застольный какой-то этикет, да? Что входило в обязанности женщины? То есть как она накрывала стол? И накрывала ли она его вообще, да? Ну, в традиционном осетинском обществе, если, само собой, в гости приходили мужчины, то женщина только готовила. А так как они жили большими семьями, было много членов в семье, то накрывали на стол молодые парни. То есть они обхаживали гостей, ухаживали за ними. Сегодня это частично сохранилось, в принципе, кажется, на больших мероприятиях, да. Но все-таки сегодня женщина как должна накрыть стол? Вы нам можете это рассказать? То есть какие на ней все-таки лежат обязанности? Ну, в силу изменившихся условий жизни, потому что большая часть населения живет в городах, а не в горах, женщине некуда уйти. То есть, и примерно как сейчас это происходит, она может остаться с гостями, поговорить с ними, пообщаться. Думаю, вот, соблюдать вот тот давнишний этикет не стоит, потому что нет условий. Куда ей уйти? В квартире? На кухне сидеть и не выходить. А на кухне же и принимают гостей. Ну, если есть столовая. Да. Ну, то есть, возможно, да, уже сейчас сделать какие-то вот изменения в наших каком-то таком небольшом кодексе, так условно его назовем. Можно. Но вот я считаю, что иронов шарм, иронов да, должен сохраняться все-таки. Конечно, в силу изменившихся условий жизни кое-что изживает себя, но основной костяк гдавов, шарм должен сохраняться. Как со стороны женщин, так и со стороны мужчин тоже. Скажите, а есть ли какие-то
новые обязанности, которые женщина отобрала у мужчин, и сейчас, допустим, делает она это. Либо наоборот. Что-то мужчины переняли от женщин, и сейчас они могут выполнять какие-то ту роль, функции, которую когда-то выполняли женщины в нашем обществе традиционном астинском. Единственный пример, который я могу привести, это поминальные шаббаты, то есть вечер пятницы. Раньше на них ходили только одни женщины. То есть они готовили пироги, поминали покойника, потом шли на кладбище. Это описывают все этнографы, исследователи. Но впоследствии произошла трансформация. То есть начали и мужчины ходить на данные поминки. Так особых таких кардинальных изменений я не припоминаю. Это удивительно, потому что мне казалось, что очень много чего женщина взяла на себя. Это тебе просто кажется, потому что в общекультурном понятии она очень много на себя взяла, а не именно в нашем традиционном. Да. В этот раз, Камила, мы провели небольшой эксперимент, и я предлагаю посмотреть, что там получилось у нас. Давайте. Орудие для пыток и обычная палка. Можно подумать на первый взгляд. На самом же деле это пиран-чесалка для шерсти, а это олхой веретено. Для осетинок середины 20 века ничего особенного, привычные бытовые предметы. А смогут ли наши современницы узнать истинное предназначение этих вещей? Умеете вот этим пользоваться, знаете? Стрелка. А можете, пожалуйста, показать? Ну, вообще, как это делается? Да. Смотрите, здесь должна быть тарелочка. Ага. Да? На тарелочке крутим. Ага. Специальная тарелка, сейчас у вас ее нету. Ну, потому что мы ее вот так делаем. Ну да, ну так тоже можно. Но в основном моя бабушка лично делала на тарелочке. Ага. Да? Вот это крутится, и вот это растягиваем. Вот как с керосином. Как расческа для волос. Вот. Да, вот так. Вы знаете, что это такое? Веретено. Название забыла. Для пряжи. Это чесалка. Вот так наматывали ее. А вы уверены, что так надо делать? Это связано, шерсть какая-то, не знаю, что-то. Как-то комбилая бинс, это нитки. Ага. И мацендаты, и мой бинс. Я только это знаю. Мы собираем вот нитку, которую делают из бараньей овечьей шерсти. А вот для чего? И потом делаем с них шерстяные носочки. Когда нитки скатывают не через нитку пропускают. Так, бабуля делает. Так вот. Я знаю, что такое скальпель и как разрезать человека. Что-то заплетают им. Заплетают? Да. Не от ковров? Это похоже как у хантов. Ну, веретено. А умеете им пользоваться? Нет, к сожалению. Хорошо. Ну что, мы узнали, Знают что... все равно наши девушки очень много Мне кажется, традиционных. это их бабушки пользовались, и оттуда не знают. Потому что я, например, если бы меня спросили, я бы не угадала, что из них что. И как этим пользоваться. И все-таки я предлагаю узнать еще немного больше о женщинах и о том, какие они были в традиционном обществе. И я предлагаю позвать в студию кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника СОИКСИ Залину Кусаеву. Здравствуйте, Залина. Здравствуйте, Залина. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, Залина. Мы очень рады вас видеть. Залина, ну, нам очень интересна у нас такая тема. Расскажите нам образ осетинской женщины, да? Вот какой он, что он из себя представляет? Ну, образ не только осетинской женщины, а женщины в целом вообще. Конечно же, на протяжении всего существования человечества он вызывал самые противоречивые чувства и мнения. Да? Вот нам всем прекрасно известно и из классической литературы, да, а также высказывания известных
писателей, да, личностей о женщине, и они, конечно, несут самый противоречивый характер. Мы все помним цитату Шекспира, да, который выразил все свое глубокое разочарование в женщине. Да. Мы знаем и такие примеры, истории известны такие примеры, когда из-за женщин начинались войны, да, продолжительные. Много действительно всяких негативных моментов, но в то же время женщина, она мать, она может, совершенно не задумываясь, пожертвовать своей жизнью, да, ради детей своих, любимого человека или какой-то идеи. Женщины вдохновляли тех же самых представителей различных областей искусства на создание прекрасных произведений, которые запечатлены как ценности мировой художественной культуры. И вот суммируя все сказанное, можно, наверное, сказать, что женщина ужасно и прекрасно. Одновременно. Да. Но что касается осетинской традиционной культуры и вообще вот истории, то логично было бы, наверное, обратиться к нартовскому эпосу. Конечно. Да. И к одной из самых известных героинь эпоса Шатана. Да? К Шатане. Дело в том, что осетинский фольклор и, в частности, в системе малых жанров фольклора сохранено очень много пословиц, поговорок, связанные с этой вот нашей любимейшей героиней. Вот, скажем, одна из них гласит так, что «Шатана шилгой магуди, фала нартья жондай сардышта». То есть Шатана была женщиной, а нарты жили ее умом. Да? Особо почтительное отношение к женщине в нартовском эпосе мы можем еще также отследить в нескольких сюжетах. Да? Вот, скажем, Хамыс и его супруга Бысенон, которая днем превращалась в лягушку, а ночью в прекрасную женщину. И Хамыс, подобно чудесной бусине, вот как говорится в самом тексте, Хамыс секурай фардыгау, ябиной наджидарта языпы. Следующий сюжет нам повествует о таком факте, как как-то нартовский род Бората решили пригласить Урыжмага старейшину на пир. И Шатана, прознав о истинной цели их приглашения, то есть они решили его вот просто убить. Да, она предупреждала, чтобы он не шел, да, не принимал приглашения. И Бората прекрасно понимали, что он при обычных условиях он не согласится, да, посетить их пир. Тогда они отправили женщину в качестве хонок. Да? И в самом тексте есть следующая оговорка, что «Уадыраштаджи шилгой маган уалдай кадуди». Да, особо почитаема была женщина, и поэтому Урыжмак, зная, что идет на верную гибель, он не мог отказать женщине и отправился на этот пир. Знаете, очень интересную информацию озвучил Батрас. Да? Батрас, вы не скучайте, вы все запоминаете. Да, вот какие женщины прекрасные, цените. Как в архаическом обществе относились к женщине. Помните, эти мотивы присутствуют даже в хореографии в осетинской. Какого бы накала страстей не достигал поединок мужчин, да, стоило появиться женщине, а тем более бросить под ноги враждующим платок, мгновенно прекращалась всякая распря. Да. Также этнографические описания зафиксировали следующие сведения. Преследуемый кровниками человек, если ему удавалось проникнуть в жилище своих же преследователей и коснуться груди их матери, старшей женщины, то этот человек уже считался усыновленным и представителем их семьи. Да, можно небольшое дополнение. Этот обряд был одним из обрядов примирения кровников. То есть проводился так.
Убийцу сына женщины приводили к ней, и он должен был дотронуться до ее груди. И с тех пор он считался ее сыном. Был даже зафиксирован такой случай, что в этнографических записях, что он смог добраться, убийца сына, к матери убитого им раньше, чем преследователи, и он дотронулся уже до ее груди. И когда преследователи его догнали, то мать вскрикнула: «Вы одного моего сына убили, хотите второго убить?» И на этом кровная месть прекратилась полностью, еще не успев даже начаться. Да, все эти факты свидетельствуют о высоком социальном статусе женщины в осетинском обществе. И следует отметить, что у осетин никогда не было вот такого понятия, как вот ярко выраженная гендерная асимметрия. То есть и в осетинском обществе всегда понимали, что не может морально угнетенная, подавленная женщина воспитать полнокровное, полноценное, свободное, сильное потомство. И потому, да, вот женщина пользовалась особым уважением и почетом. Вот Батрас уже говорил о том, какие почести оказывались женщине, которая проходила по той или иной местности. Вот Коста Хитагуров в своем известном этнографическом очерке «Особа» также писал о том, что если путники, а в их числе 3, да, передвигались по какой-либо местности, то положение среднего, да, путника всегда у других народов отводилось старшему, да, старшему мужчине. А у осетин вот центральной фигурой всегда была женщина. И я вот с собой принесла копию рисунка Махарбека Сафаровича Туганова, на которой он, да, пожалуйста, на которой он изобразил Гази Батиеву. Это известнейшая осетинская женщина. На данном рисунке изображено ее путешествие, не путешествие, то есть она следовала на военный совет мужчин. И обратите внимание, ее окружают, прежде всего, конечно же, скажем так, женщины, фрейлины, да? Она пользовалась особым уважением и почетом не только в Даргавсе и во всем ущелье, а, скажем так, на всей территории Осетии. И сопровождают ее большое количество вооруженных воинов. Да? И к ее мнению прислушивались, и ее мнение было решающим в принятии каких-либо важных вопросов касательно вот именно военных действий. Что мне очень много интересной информации, но, к сожалению, мы работаем в прямом эфире, и времени не так много. Я вас попрошу, просто исходя из того, что все, что мы узнали, что было, из того, что происходит сейчас вокруг нас, просто в нескольких словах описать нам, как вам кажется, вот современная осетинка, какой она может быть с условием вот всего этого, в условиях. Давайте, Батрас, вы как мужчина мне кажется, что Ирон Ардау и Ирон Эвшам должны сохраняться. Конечно, изменения должны происходить в силу быстро текущего, меняющегося времени. Но Ирон Ардау и Ирон Эвшам еще никого не свел в могилу. Вот повторюсь еще раз. Раньше вот женщины, которые заслужили свое уважение, своим Шейхдава, Шейх Шармой, им привставали даже старики. То есть настолько была почетная женщина. Так что же мешает? И сегодня, да? Благочестивое поведение, следование традициям. Женщине себя так вести, чтобы заслужить такое уважение, которое ни один мужчина заслужить никак не сможет. Спасибо, Батрас. Залина, ваше слово. Ну, очень много хотелось бы сказать о том, что явилось предпосылкой для того, чтобы вот женщина в современном обществе пыталась доминировать над мужчиной. Да? Ведь этому тоже, наверное, есть какое-то объяснение. Ну, конечно, да. Это ее ответ на вызовы современности. Но еще со второй половины XIX века общество обсуждало очень оживленно такую важную тему, как она так и называлась, женский вопрос.
То есть с открытием первых курсов, не школ, а даже учебных заведений высшего, да, как бы выше, чтобы получали женщины высшее образование, тоже, например, в российском обществе шла очень острая полемика. И часть российской интеллигенции придерживалась за предоставление женщинам права к высшему образованию. Но мы знаем в то же время и суровый взгляд Льва Николаевича Толстого. Он был противником. Вот. И очень много можно об этом рассуждать, потому что отголоски всего прочего мы наблюдали и в осетинской традиции. Да? И тем не менее осетины в силу демократичности своей культуры, они первыми на Северном Кавказе предоставили возможность женщине доступ к образованию. И мне хочется еще привести цитату известного философа Розанова, что какова женщина, такой станет и вся культура в обществе. И для меня 3 основных постулата качества женщины — это культура, интеллект и любовь. Любовь во всех ее проявлениях. Спасибо вам большое. Я думаю, я предлагаю на такой позитивной ноте завершить нашу беседу, к сожалению. Залина, вот раз спасибо вам большое, это очень ценно, и мы очень рады, что вы к нам пришли. Будем ждать вас в гости еще. Спасибо вам большое. А у нас реклама. Камила, ты замечала, что сейчас очень актуально совмещать современную одежду с какими-то национальными мотивами, и такой симбиоз стилей становится все популярнее. Я предлагаю посмотреть наш следующий сюжет. На примерке таких ансамблей побывала наша коллега Вероника Алмаева. Как интересно. Мода не стоит на месте. В поисках новых и оригинальных решений дизайнеры Осетии пробуют соединить современный стиль и традиционные кавказские костюмы. Идея пришла еще во время учебы в институте. Мы создавали коллекции и еще тогда пытались стилизовать. Конечно, тогда это было немножко более экстравагантно, но со временем вот пришло чутье, пришло вот чувство меры, и вот мы начали вносить элементы вот осетинского орнамента в повседневную одежду и, конечно, в нарядную. Сейчас дизайнеры создают костюмы и платья, в которых есть элементы, напоминающие традиционный осетинский наряд. Их девушки предпочитают надевать на выпускные или какие-то другие значимые события. Ну вот, допустим, на вот это платье силуэт более современный, это такой вот юбка ГД, но здесь присутствуют элементы. Во-первых, это стойка, пуговицы, плетеные, как на осетинской рубашке, и, конечно же, орнамент. На предсвадебные мероприятия, такие как шушаксыт, невесты чаще выбирают не европейское платье, а осетинский наряд с добавлением современных элементов. Названия у подобного ансамбля еще нет, но оно очень напоминает более сдержанное Ражганта. По словам Софии Гагичаевой, дизайнера ателье, отклик аудитории неоднозначен. Одним такое преображение традиционных нарядов по душе, а другие же подобные изменения не приемлят. Мы пробуем, смотрим на реакцию людей, но при этом, конечно, невозможно быть что-то делать и 100% удовлетворить вкус всех людей. Бывают какие-то иногда, как сказать, такие комментарии, то, что это не следует делать. Мы прислушиваемся, мы стараемся прислушиваться, но при этом нужно понимать, чтобы идти в ногу со временем, нужно идти на какие-то компромиссы. И поэтому мы стараемся соблюдать золотую середину, чтобы все оставались довольны. Новый покрой, дизайн и ткани. Платья становятся все легче и интереснее, а самая заядлая любительница европейских платьев предпочтет осетинский, не совсем традиционный, но сдержанно красивый наряд. Вероника Алмаева, Чермен Цураев, Игорь Икаев, Хэта Калбегов, телекомпания «Осетия». Мы вновь вернулись в студию, и я напоминаю, что вы смотрите дневное шоу «Канарейки». Альбина, мне кажется, что очень сложно сочетать такие, на первый взгляд, несочетаемые вещи, но я знаю, кто нам поможет, все подробно расскажет и покажет наш модный эксперт постоянный Арнелла Хубецова. Арнел, привет. Привет, Арнелла. Ну, рассказывай, насколько тебе эта тема близка вообще? Мне
не очень близка по духу эта тема, потому что мне кажется, что это как-то немного моветон. То есть я считаю, что нужно либо полностью облачиться в остинский наряд, да, и уже гордо нести его, да, этот костюм, либо уже все-таки как-то отдать дань моде и не вносить такие элементы. Но, в принципе, можно обыграть это очень интересно в своей повседневности. И для этого не обязательно быть там, к примеру, танцором там, национального ансамбля или же певицей национальной. То есть, например, я покажу, как можно сделать вот вечерний образ, да, таким вот национальным, но в то же время не переборщить, то есть не перегнуть. Так, с помощью такого пояса красивого, который понесет не только функцию оберега, но и декоративную функцию. К примеру, вот на Альбине прекрасное платье, которое как раз-таки идеально обыграется этим поясом. То есть мы сделаем акцент, мы сделаем ей акцент вот так на талии. Талия у Альбины очень тонкая, и, к сожалению, у нас пояс ей великоват, да. Ну, то есть, к счастью, Альбины пояс ей великоват. Ну, то есть следует отметить, что платье должно быть, безусловно, летящего кроя. То есть если оно сверху может быть облегающим, то снизу оно обязательно должно быть таким свободным. Следует также отметить и длину. То есть здесь у нас такая длина до середины икры. Это самая правильная длина для такого ремня без пояса, безусловно. Но также ваше платье может быть и длины макси. И то есть это вам придаст такой вот какой-то элегантности, да, и в то же время вы принесете и национальный такой элемент в вашу вечернюю моду, да. Арнелл, для того, чтобы все-таки не перегнуть, скажи, пожалуйста, наверное, как мне подсказывает моя интуиция, ничего не должно быть, никаких рисунков, никаких страз, пайеток, ничего такого. Мне кажется, это уже какой-то концертный вариант, если, то есть, у вас уже там и стразы, и камни, и так далее. То есть просто простое лаконичное платье, да, и вот такая яркая деталь, она как бы допустима, она именно красит, а не перегружает образ, то есть, ну и прекрасно подчеркивает стан, если бы пояс был по размеру Альбины. Арнелл, а можно ли на каждый день своими руками сделать что-то такое стильное, модное? Конечно, можно. И с национальным колоритом. Да, безусловно, можно. К примеру, если это уже более дорогая покупка, да, так, пояс такой, да, в принципе, то сделать более такую бюджетную, но в то же время стильную, стильную вещь для вашего гардероба возможно вполне. То есть, к примеру, мы можем обыграть такую простую, на первый взгляд, черную футболку с помощью таких нашивок, которые сейчас очень широко распространены. На самом деле, можно легко, мне кажется, приобрести что-то подобное. Да, на самом деле, да. И то есть их цена приятно радует. То есть, Арнелл, я предлагаю тебе сейчас... Пока ты здесь будешь готовить нам... я займусь футболочкой. А мы к тебе вернемся чуть позже. Хорошо. Пожалуйста, Альбина. Камила, вот смотри, ты работаешь, занимаешься домашними делами, воспитываешь сына, да, вот как ты умудряешься все это вот сочетать в себе столько социальных ролей, как мне кажется, вообще у современных женщин у них появилось намного больше обязанностей, чем у наших предшественниц. Да, и порой женщинам приходится брать на себя еще и мужские роли, то есть выполнять сложную, тяжелую такую работу. Вот интересно, как совместить вот это общекультурное представление, осетинское представление о женщине. И стоит ли вообще подстраиваться под какие-то стереотипы современной жизни? Да, это, я знаю, кто нам сейчас подскажет. Это доцент кафедры психологии, кандидат педагогических наук Елена Гибизова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, вот мы только что с Камилой перечисляли, какой социальный набор социальных ролей у Камилы, да? Вот скажите, как все это на себе? Ну и на самом деле у Камилы их не так много, как у многих женщин, да, которые действительно умудряются совместить в себе столько ролей, что ты иной раз думаешь, как она это все успевает. Как не потеряться? Как она не теряется? Ну, во-первых, девочки, нужно оставаться женственными в этом изменчивом мире. Как вы сказали, что очень часто нам приходится принимать мужские роли, как ни печально, но факт. Многие женщины, они стремятся подражать мужчинам, садятся за руль автомобиля, реализуют себя как отцы, как сыны, но при этом остаются женщинами, при этом остаются мамами, а при этом они являются дочерьми. Как не потеряться? Легко и просто. Просто быть женщиной. Да, это хороший совет, но я задумалась. Вы нас немножко вот так, знаете, в ступор ввели. Вот просто мне очень интересно, вот от нас что-то требует общество, да, что-то требует, долг, так скажем. Но как оставаться тогда вот этой женщиной? Где ее найти в себе, где найти эти силы? Каждое утро вы встаете,
улыбаетесь себе, миру, зеркалу, говорите, что вы прекрасны, вы замечательны, вы желанны, вы любимы, вы любите мир, улыбнулись, распрямили плечи и вперед на покорение мира. Ну все, я теперь знаю. Готова. Да, я теперь готова, буду каждое утро проделывать все эти манипуляции. Но мне, знаете, что интересно? Все-таки мы перечислили разные характеристики женщин. И все-таки девушки делятся, да, определенным образом. Девушки, которые те же самые за рулем, это такие независимые, сильные, да, которые не хотят подстраиваться под мужчин. Есть женщины... Давайте лучше вы расскажете, какие есть женщины. 4 типа женщин. Это лидеры, это карьеристки, это домохозяйки и женщины с особыми профессиями, скажем, свободными профессиями. Сейчас к ним вернусь. Итак, лидеры – это женщины, которые прогибают мир под себя. Это мужской стиль, это манера жизни именно мужская, и они берут обязанности мужчин в этом мире на себя. Второе – это карьеристки. Это женщины, которые заточены именно на рост карьерный. Они хотят достигнуть вершин, самореализоваться, быть самодостаточными. А третье – это домохозяйки. Это те женщины, которые готовы сохранять очаг, быть мамами, быть верными женами, всегда ждать мужа с пирогами, с пельменями и так далее, и быть рады тому, что он пришел, пусть даже поздно. И 4-й тип – это женщины, которые имеют свободные профессии. Это художники, певицы, поэты, творческие личности. Это женщины, которые независимы. То есть когда ставятся им барьеры, границы, они начинают тухнуть, просто-напросто не реализовываться, а именно затухать. Каждой женщине нужен определенный подход. Но есть женщины, которые совмещают в себе и домохозяйку, есть женщины, которые в себе совмещают и карьеристку. Она может быть успешна и как дома, и как верная жена, и как замечательная мама и хозяйка, и как женщина, которая может являться начальником какого-то отдела на огромном предприятии. А что нам дает знание вот того, к какому типу я отношусь? Дает ли мне что-то, какие-то привилегии? Может быть, я как-то могу управлять? Научиться, да, управлять. Если я разгадала, какой я тип женщин, что мне с этим делать? Какой я тип женщины и где себе помочь в этом? Да. Если я лидер, и я веду за собой и семью, и друзей, и коллег, значит, иногда нужно немножко позволять себе быть слабой женщиной. Иногда, для того, чтобы преодолевать каждодневный стресс, потому что мы, к сожалению, подвержены этому стрессу. Если я карьеристка, опять-таки, компания моих друзей поможет мне в этом, чтобы я немножко сняла груз ответственности именно за карьеру, за свою работу, за переживания, что там произошло, и без меня не справятся. Тем более, что незаменимых людей нет. Поэтому нужно любить себя, радоваться жизни, улыбаться и быть позитивными. Это самая замечательная вещь в нашем современном, не совсем простом мире. Но нам при этом нужно вот выполнять все эти роли, разобраться в себе, понять, какой ты тип, совместить эти типы, не потерять свою женственность. В общем, очень сложно быть женщиной, я вам скажу. В современном мире. Не так просто. Да. Елена, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Нам очень приятно было с вами поговорить, еще раз самоутвердиться, какие мы прекрасные женщины. Зато теперь мы знаем некоторые секретики, которыми мы можем тоже воспользоваться. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем ждать вас в гости к нам еще. С удовольствием. Спасибо. А я предлагаю, Камила, тебе пройти и посмотреть, что там получилось у нашей Орнеллы. Орнелла, ну показывай, что ты я уже закончила. Соорудила там. То есть, к примеру, вот такая футболочка. Вот буквально за 5 минут, мне кажется, Орнелла это сделала. На самом деле это довольно-таки просто сделать. То есть вы можете так обыграть не только футболку, но и, в принципе, платье. То есть вот, к примеру, Камилу на платье такого нейтрального тоже цвета прекрасно бы подошло. То есть именно такой цвет, мне кажется, и футболочка выглядела бы вполне уместно. Но я решила немного разнообразить этот национальный тоже также стиль и добавила такую тенденцию, как кисточки, мои бахрома. Любимые кисточки. Да. На самом деле. Еще бы перышки чуть-чуть, это было бы прям Орнелла
придает актуальности, на самом деле, этой футболке. И то есть она выглядит не так избито, Да, потому что согласна. в последнее время это очень актуально у нас стало тоже носить такие футболки с национальным орнаментом. Это замечательно. Мне кажется, ну, взял, сам все сделал, купил, Безусловно. недорого, легко. 5 минут, 5 Да, минут. и для на этого не самом нужно деле. обращаться к известным Модельерам. модельерам, Да, да, для того, чтобы дизайнерам. приобрести вот такую прекрасную На футболку. самом деле достаточно фантазии и утюга. Арнелла, спасибо Арнелла. тебе большое. Ты, Мы как будем всегда, ждать тебя подсказала нам. еще с новыми идеями. А у нас сейчас реклама. Камила, ну что, мы узнали с тобой мнение наших мужчин, мнение наших экспертов о том, кто она, современная осетинская девушка, женщина. Да, мне кажется, самая главная роль для каждой женщины – это быть матерью и хранительницей очага. И сегодня у нас в гостях многодетная мама и прекрасный пример Галина Койбаева. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Угощайтесь, мы уже вам заранее кофе приготовили. Да. Спасибо. Галина, вы хороший пример для многих. Помимо того, что вы мать 4 детей, при всем при том вы еще успеваете и заниматься своим хозяйством, и даже творчеством заниматься. Расскажите, как вам это удается? Даже не знаю, как. Даже не знаю. Само собой получается. Вот я женщина, и все получается само по себе. Ну да. Ну, говорят, Бог не дает ношу, которая не под силу человеку. Поэтому вот, видимо, как-то получается. Галина, насколько я знаю, у вас 2 дочери, да? Да. Вот мы сегодня говорим как раз о том, и какой 2 должна быть сына. осетинка. Вы воспитываете таких осетинок. Расскажите нам, вот как вы воспитываете своих девочек? Стараемся воспитывать в осетинских традициях, естественно, чтобы были скромными, это самое главное, ну, чтобы уважали старших. Вы, любая мать, хочет что-то особенное вложить в своего ребенка. Помимо того, что вы перечислили, что это еще? Мы говорим теперь не только о ваших дочерях, но и сыновьях тоже. В принципе, что необходимо, на ваш взгляд, вложить каждой матери в своего ребенка? Ну, как матери осетинки, я, естественно, вкладываю в них любовь к осетинскому языку, к нашим традициям, любовь к своему народу, к своему родному краю. Это огромный потенциал, как бы можно сказать. Вы пишете на осетинском, да, стихотворения, песни? Да. Ваши дети тоже владеют осетинским языком? Да. Да, то есть вы такой хороший пример для своих детей. А расскажите, уже пироги пекли? Научили их? Помогают, потихоньку помогают. Мне на кухне, Сколько им да. сейчас лет? 14, скоро будет 15, да. Вот такой замечательный пример у нас сегодня. И я все тебе говорила о том, что мы всех мнения спросили, но мы забыли про самое главное мнение наших старших. И у нас в эфире постоянная рубрика «Эксперты Славочки». Я Рашид, я Володарыш, Донирон Адаймаджеташты. Ана Ирон Шельгой Маган Жон Гадарнис Бакотон Сарамбон Тешалдат Танкушка Котуни Жагон. Бацаган Ирон Шельгой Магнаман Хама Кушагуан. Вада да Чидар на Кушке. Махма Вадриди Култанауди. Кушка. Ирон Шельгой Маган Памай. Ерда я каэда Харина Гарас я Джири Конт. Ну, хиват ворзак, вазак ворзак. Так Ирон Зинад Нали. Ирон Зинад Маквайт. Вада Жиана Фунгма Закасkan Wali Бхта. Во Ирон Зинаду. Живак Каненс. Иван Коштай Кавышчидышты. Мажан касайш тут касай машине макам бавртай койсын налди. Мажана каддарна сауна каужан да гайта бахта дарюмар вару. Мадам марге коштай кума махазар жагын. Коштай каудер заказ каным байтой. Не только осетинская женщина, но все должны обладать женщиной добротой, женственностью, вниманием, чтобы была внимательна к другим. Ну, вот такое замечательное мнение. Мне кажется, очень важно, правда, чтобы женщина была доброй. Да.
Еще один вопрос. Где вы берете вдохновение? Меня как творческую личность это очень интересует. Да, еще и мамочку. Еще и мамочку. Научите Камилу. Ну, вдохновение — это, наверное, вот наш красивый край дает вдохновение. Вот мы привыкли вот и не замечаем той красоты, которая нас окружает. А вот когда мы куда-то выезжаем и возвращаемся, вот на самом деле вот можно ощутить всю эту красоту. Другими глазами Другими смотришь, глазами, да, смотрим на это. Ну и любовь к родине, вот вообще вот наш народ, он вдохновляет. Сейчас вот как раз наши режиссеры вывели на плазму, да, на экран ваши песни. Давайте послушаем фрагмент. Я знаю эту песню. Замечательная Эльвира Кусова. Возможно, ваши вот исполнители ваших песен вас тоже вдохновляют как женщина? Конечно, когда пишешь песню, уже представляешь, кто будет исполнять, да, под определенного исполнителя уже как бы. Ну что, Камила, я предлагаю позвать в гости нашу следующую гостью. Она уже такой, я бы сказала, в чем-то, на первый взгляд, пока кажется полностью вашей противоположностью. Да? Это у нее и профессия такая. Да. Джигит-наездник конного театра «Нарты» Нателла Казити. Нателла, здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Проходите, Нателла, присаживайтесь, пожалуйста. Нет, вы сидите тоже с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще один тип современной женщины. То, о чем рассказывала нам наш психолог. Хотелось бы узнать, вот внешне вы женщина-амазонка, храбрая, независимая, сильная. Скажите, соответствует ли ваш внешний образ вашему внутреннему ощущению? Ну, скорее всего, нет, так как на работе приходится быть именно такой, как вы сказали, а в жизни нет, в жизни совсем по-другому. То есть вы хрупкая? Ну, не так, чтобы очень хрупкая, но стеснительная. Стеснительная, да. А почему вы тогда выбрали такую профессию необычную? Не свойственную нашим женщинам? Изначально это любовь к лошадям, естественно. Без нее никак в нашей профессии. Потом все это, конечно же, интересно, пробовать что-то новое, пробовать то, что ты никогда, в принципе, не делал. Да? У нас такой театр, он все, по себе сам специфический и отличается от других театров. Наш артист должен уметь абсолютно все. Это ездить на лошади, танцевать, стрелять с лука, бороться на мечах и так далее. И так как это должны делать и мужчины, точно так же должны делать и девушки. Естественно, это как бы, мне это было интересно, я окунулась в этот мир театральный, именно нартов, и вот увлекла. Скажите, а вы единственная женщина в Нет, театре? В нашем коллективе есть еще потрясающие девушки, точно так же работают и на лошадях, и все делают точно так же. А мне интересно, какое отношение у мужчин к вам? Да. То есть они как-то наравне с вами, либо наоборот, как рассказывали? Да. Они, наши ребята, как сказать, они как братья, что ли, уже. То есть к нам относятся так же, как к девушкам. Мы для них как сестрички, что ли, младшие. Они нас и оберегают, и защищают иногда даже на гастролях там, и так далее. Бывают случаи. Вот, то есть, как к сестрам, наверное, что ли, вот так. Такое отношение. У нас уже такой большой коллектив, небольшой коллектив. И сформировалась такая семья уже. Семья театра «Нарты», что ли, вот так. Остались самые стойкие, такие мы уже пережили много всяких времен. Вот, да. И уже те, кто остались, они уже как плотная семья такая. Вы часто путешествуете? Ездим на гастроли, да, у нас активная гастрольная деятельность. К сожалению, именно в республике пока затишье. Но, скорее всего, с новым руководством что-то будет. Мы будем на это надеяться. Да. Нателла, вот мне интересно, мы говорили с нашим психологом о том, что когда женщина выбирает себе такую роль лидера, сильной женщины, ей необходимо все же оставаться при этом, находить силы и искать где-то там внутри себя вот эту женщину. Вот вам кажется, где вы находите вот эту женственность свою, при том, что у вас очень даже мужская профессия в чем-то? И мужчины окружают. Женственность, если честно, искать не приходится. Она как-то так заложена изначально, наверное, в нас нет.
Вот, и ну, я даже не знаю, это как-то даже странно. Ну, просто работа — это работа, а жизнь — это жизнь. И важно уметь разграничивать, да, эти да, ну, как-то не приходится искать особой такой женственности. Ну, замечательно. Смотрите, мы сегодня говорим о том, какой образ у современной осетинской девушки. Вот нам интересно ваше мнение. Расскажите, как по-вашему, что она из себя представляет? Кто Какими она? качествами должна обладать? Современная. Ну, естественно, это должно быть честность, искренность. Не должна терять свои женские качества и стремиться к продолжению рода, уметь воспитывать хорошо своих детей, готовить. Ну, наверное, все так же, как и давно раньше, только немного больше функций появилось, как мы и думали, Альбина. Ну да, скорее всего, да. Галина, а вы как считаете? Какими качествами должна обладать современная осетинская девушка? Современная осетинская девушка с скромностью, вот как собеседница высказалась, воспитывать детей. Вот так. То есть, в принципе, по мнению наших гостей, наших героинь, не особо отличается то представление, какой должна быть сегодня осетинская девушка, от той, про которую мы сегодня рассказываем, да? Да, про традиционную, то есть это не так сложно. Да, в принципе. Все очень даже просто. Спасибо вам большое, Нателла, спасибо, Галина, что пришли сегодня к нам. Нам было очень приятно с вами побеседовать. Я предлагаю сейчас посмотреть рекламу. Ну что, Камила, еще одно качество, которым должна обладать каждая осетинка, это, конечно же, она должна любить, чтить и продолжать свои традиции своих предков. Альбина, кажется, я знаю такую девушку. Она на своем примере прививает любовь к танцу младшим поколениям, и не только. И вообще, на мой взгляд, благодаря таким людям наш танец до сих пор жив. Так. Я предлагаю позвать в нашу студию руководителя хореографической студии Ирину Джоеву. Здравствуйте, Ирина, проходите. Здравствуйте, девушки, здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Присаживайтесь. Спасибо. Ирина, ну расскажите нам, как вообще у вас возникла любовь к танцу, когда впервые? Вы знаете, любовь к танцу возникла не посредством танца, а скорее какая-то любовь к осетинскому национальному костюму. Мне в детстве пошили, 5 лет, да, бабушка пошила костюм, и я в нем танцевала по дому. В то время не было еще, ну, скажем так, в то время, да, это было не так далеко, но, конечно, все же. Не было так развито. Не было так развито, не было такого количества студий, всяких хореографических ансамблей, как сейчас. Поэтому приходилось танцевать дома под музыку. Вот. И, конечно же, наша осетинская музыка, волшебная наша музыка, при звуках которой невозможно усидеть, устоять, конечно. Вот. Так и возникло. Потом... Ну и как у всех, наверное, где-то в школе потанцевали, где-то в каких-то подгруппах ансамблей. Так для вас танец — это профессия? Да. Расскажите подробнее. Вы где-то обучались? Да? Я обучалась в колледже искусств имени Гергиева, потом оттуда нас взяли несколько девочек в ансамбль, госансамбль «Алан». Вот там... Скажем так, началась моя основная деятельность, да, уже такая взрослая, зрелая, скажем так. Там я проработала 7 лет, потом пришлось оставить по каким-то таким семейным обстоятельствам, замужество и так далее. Ну, как известно, от танца не убежать. Да, он тебя все равно догонит. Да, танца не убежать, хотя 11 лет я вообще ничем не занималась, я сидела, скажем так, в декретном отпуске. Но все же тяга была к танцам. Были мысли о том, чтобы занять себя какими-то другими делами, не касающиеся танцев, но ни к чему не тянуло. И пришло такое решение, а почему бы не передать свои знания, умения младшему поколению, и не только младшему, кстати, а есть у нас и взрослая группа, в которую входят... Группа называется «Для себя». Замечательно, мне туда. Да, кстати, как возникло вот это название. Один раз мне позвонила одна девушка и говорит: хочу в группу для себя. Я сначала не поняла, потом думала, почему ее так и не назвать, да.
Оригинальное название, но все понятно, без слов. Да, и там у нас есть девушки, даже старше меня, есть взрослое поколение, что очень приятно, что в наше время, есть тяга времени. Вот раньше так не было. Раньше занимались танцами только дети, а женщины, мужчины занимались уже там работой, своими какими-то непосредственными обязанностями. А сейчас я рада, что они находят вот этот час, 1,5 часа буквально для себя. Ведь это так прекрасно. Да. Может быть, раньше даже было как-то неловко говорить о том, что ты не умеешь танцевать, Да. потому Мне что кажется, априори наверное, осетины должны уметь танцевать, да? И неловко было даже кому-то говорить о том, что я бы хотела научиться. Но благодаря тому, что возникло так много разных хореографических очень студий, много да, сейчас. Да, и это много радует. возможностей. Очень хорошо, что так много сейчас у нас внимания уделяется танцам. Очень много желающих научиться танцевать. И малыши, и взрослые. С какого возраста детки у вас? У меня с 4 лет дети в группах. Это удивительно. Мне казалось, что в таком возрасте невозможно научить ребенка танцевать осознанно. Нет, как раз таки это и хорошо. Вот я, например, поздно начала танцевать. Я поступила вот в училище искусств, мне было уже 11 лет. Это поздновато, да, для хореографии, конечно. А вот 4, 5, 6 лет — самое время, я считаю. Тем более, если у ребенка есть тяга к этому, если ему это нравится, то замечательно. Чем раньше, тем лучше. А ли у вас какой-то свой любимый танец осетинский? Ну, у нас Или много... они все любимые? Да, они все любимые, но все же, наверное, если уж выделять, то, наверное, хонга, танец приглашения, да. Почему, поясните? Почему? Ну, не знаю, он какой-то завораживающий, волшебный. Плюс это танец парды, да? Если раньше, в старину, скажем так, у 2 молодых людей, парня и девушки, не было возможности как-то пообщаться, да, вот напрямую, то в танце они выражали какие-то свои эмоции, какие-то свои чувства, пусть и не гласно, но все же. Елена, скажите, пожалуйста, мне интересно, вы вносите какие-то новые элементы в танцы? Или вот они в каком виде мы их знаем, да, а всегда строго исполняются вот так? Или все же какие-то новшества сейчас применяются? Нет, честно говоря, я ничего не вношу. Я бы хотела, чтобы наши танцы, наши исконно старинные танцы, все же остались в своем первозданном виде. Да, конечно, можно где-то поменять аранжировку музыки, более как-то усовременить. То есть вы приверженец все-таки такого классического танца, да? Классического осетинского национального танца, да. Ирина, а как вам кажется, вот мы сегодня всем нашим гостям задаем этот вопрос, какая она, вот современная осетинка? Какими вы пытаетесь воспитать своих деток, какими вы воспитываете учеников, которые к вам приходят? Как вам кажется, кто она? Ну, наверное, во-первых, это женственность, да? Все-таки осетинская женщина, она должна быть женственной. Конечно же, мы это прививаем и своим детям, своим ученикам. Мне кажется, танец мальчикам сам диктует. Мужественность, да, девочкам женственность, плавность. Ну и, конечно же, какие-то, да, обязанности женщины в семье, быть хорошей женой, хорошей матерью. Ну, все очень обыденно, все очень просто. Да. Спасибо вам большое, Ирина, за вашу деятельность. Спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли. Мы желаем вам успехов и ждем вас еще к нам в гости. Спасибо, спасибо за приглашение. Спасибо вам большое. Камила, вот я смотрю сегодня на наших героинь, и одно могу сказать тебе точно, это то, что осетинки однозначно одни из самых красивых. Да, Альбина, я с тобой согласна. Конечно, сидя рядом с такими 2 красивыми девушками, очень красивыми. Это все взаимно. Что девушки Осетии очень красивые. Да. Но я предлагаю позвать в нашу студию гостью, чьей красотой и талантом восхищаются не только в нашей республике, но и во всем мире. У нас в студии заслуженная артистка РСО «Алания», актриса мюзиклов Елена Газаева. Здравствуйте, Елена. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Присаживайтесь. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, ну расскажите, пожалуйста, каково это сохранять женственность, осетинскую стать, находясь так далеко от дома?
Но мне помогает, наверное, то, что я часто приезжаю домой, я часто питаюсь энергией гор. Я думала, скажете, осетинских пирогов. К сожалению или к счастью, да, я не могу себе отказать в этом. И в Москве, и в Санкт-Петербурге первое, что меня спрашивают, когда я говорю, что я осетинка, а ты умеешь печь пироги? Вот это первый видите, вопрос, все считают, что это главное. Нет, второй вопрос, не родственница ли я Валерию Газаеву, но первый вопрос, умею ли я печь пироги? И что вы отвечаете? Конечно, умею. Конечно, умеете. И, наверное, единственное, что может отличать осетинскую девушку от девушку другой национальности, это умение печь пироги. Хотя многие и русские девочки хотят научиться, меня просят провести мастер-класс, чтобы они научились, и лезгинку научить их танцевать. В общем, нужно уметь все делать. И все-таки задам вопрос, который мы задаем всем нашим гостям сегодня. Какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать осетинка, осетинская женщина? Какой она должна быть? Ну, мне кажется, по большому счету, не принципиально осетинская девушка или русская, или любая другая национальность. Девушка, женщина должна любить и быть любима. Мне кажется, это главное качество, которое должно быть у девушек и у женщин. И тогда она будет красива, она будет верна, она будет нежна, и все эти качества в ней родятся. Елена, мы рассказали с Камилой о том, что вот осетинскими женщинами все восхищаются. Неоспоримый факт, то, что вот передо мной сидят сейчас 3 красавицы. Расскажите, как на вас реагируют, когда вы по разным городам, по странам путешествуете, когда узнают, что вы осетинка, вот сразу, наверное, говорят, что ну понятно. Осетинки все красивые. Это правда, есть такое мнение, да. Мы такие сидим скромные, 4 девушки. Совсем не скромные, ничего. Но это правда, вот птички подтверждают. Это правда, когда узнают, что я осетинка, говорят, вот правда, осетинки все красивые. Или бывает в такси я езжу, и водитель спрашивает, вы, вот видно, что откуда вы, говорит, он-то сам тоже не русский, и сразу меня увидел, говорит, откуда вы? Я говорю, я осетинка. Он говорит, о, у меня есть друзья осетины, очень хорошие парни, друзья. Там, или девушку знаю, очень красивая. И на самом деле вот часто я это слышу. Как приятно слышать такие слова, особенно когда это говорим не мы. Елена, а вот когда вы возвращаетесь опять в Осетию, вот что-то меняется, как вам кажется? Меняется ли образ женщины? Каждым приездом, то есть, или все вот, ну, в принципе, стабильно? Ну, вы знаете, я вот смотрела передачу, то, что сейчас вот у вас здесь происходило в студии, и тема с современной одеждой, да, что есть элементы какие-то национальные, на самом деле мне очень нравится. И поскольку я живу в Москве, и я очень хотела бы иметь такие современные, но с элементами национальными. Вот у меня кольцо, например, тоже, да, оно вроде как обычное, серебряное кольцо, но в нем есть такие национальные кавказские мотивы. Да, и мне это очень нравится, я это приветствую. И если я вижу на улице в Осетии кого-то в такой одежде, мне это нравится. Вот. Что касается внешнего облика. Ну, бывает, да, встречаю. А вы еще и разговариваете ведь на осетинском языке, не забывайте. И поете на осетинском. Как пою сохраняете? Больше, чем говорю. Пою больше, чем говорю, к сожалению. Потому что в Москве и в Санкт-Петербурге все мои коллеги говорят на русском, и мне приходится тоже больше общаться на русском. Но, тем не менее, вы исполняете песни на осетинском языке, что тоже не дает забыть нам свой родной язык. Сегодня вы пришли к нам с подарком, я знаю. Да. И я предлагаю вот завершить нашу такую замечательную программу замечательным исполнением Елены Газаевой. Если вы нам... Да, с радостью. Попросим музыку в студию. Песня как раз называется «Дымаку Аржай», если ты меня будешь любить. Дымаку Аржай, жензинадай натаршсынан, дымаку Аржай, балона вар в маштахсынан,
Палатайдар Наташ сына